Как выглядели таврские традиционные костюмы? Как тавры строили свои поселения и чем занимался этот древний народ? Ответы на все эти вопросы можно найти на выставке «От Таврики к Крыму через века», организованной Фондом возрождения крымско-татарской культуры имени Сабри Зидинова. Выставка открылась в крымской столице, в библиотеке имени Франко. Мы живем в Крыму, где очень много древних культур. И тавры – одна из древнейших. И их памятников очень много по Крыму, и в Севастопольском регионе очень много. Но, к сожалению, они все находятся в очень плачевном состоянии, а наши знания о таврах, они тоже далеки от идеала. Следы таврской культуры находят на полуострове повсеместно. Таврские каменные ящики, различные керамические изделия. Но об их культуре известно не так много. Этот пробел решили восполнить исследователи. Например, металлопереработка, обработка металла. Здесь были производства крупнейшие в Северном Причерноморье. Например, керамику тавры изготавливали на экспорт, ее вывозили. Не случайно мы очень много керамических черепков находим под ногами, когда путешествуем. Лично я, вычитывая и узнавая о том, что, оказывается, строились корабли, оказывается, что добывалась железная руда, оказывается, что была сложная керамика, оказывается, одежда была непростая, это были не лохмотья, не просто бусинки, это все подбиралось и делалось естественным путем, это хорошая ткань. Если человек умеет анализировать то, с чем он сталкивается, то он начинает понимать, что перед ним не такая уж и простая культура. И вот именно от этого мы начали отталкиваться. Особое внимание уделили костюмам тавров. Авторы воссоздали традиционные образы, также развеяв миф о таврах как о дикарях. Кроме того, на выставке представлен ковер ручной работы. У нас здесь в экспозиции висит ковер с самым таким распространенным элементом таврского орнамента. Но, занимаясь орнаментом крымско-татарским, я, например, такой элемент очень часто встречаю в орнаментах у крымских татар. Выставка организована в рамках большого проекта, в ходе которого проводятся лекции, мастер-классы. Кроме того, материалы исследований вошли в 3-й том исторического атласа Крыма, который будет вскоре представлен. Первая задача – это реабилитировать таврскую культуру, которая представлена в античной литературе, в раннесредневековой литературе, как противовес греческой философии, как противовес потом христианской философии, и рассматривали тавров как таких язычников, а язычников всегда рассматривают негативно. Выставка «От Таврики к Крыму через века» будет работать в библиотеке Франко в течение 3 недель.